Ситуация сложная. Если раньше мы слышали и не раз об этом говорили, то сегодня есть абсолютно явные доказательства тому, что выборами абхазскими СМИ занимаются российские политтехнологи, граждане Российской Федерации, и которые без единого документа на протяжении длительного времени осуществляют трудовую и иную деятельность подрывную, я бы назвала ее, в Республике Абхазия. Все, что вы сейчас перечислили, Ниса, все то, о чем мы говорили, это целый год. Целый год мы об этом говорили, целый год мы обращались, пытались обратить внимание на то, что мы видим все это. Вот. Все это происходит с молчаливого согласия нашей власти во главе с президентом, это как минимум. А как, в общем-то, по факту с благословения нашей исполнительной власти это происходит. Фактически с одобрения. С одобрения, благословения нашей власти происходит. Более того, все это наша власть пытается обратить в свою пользу. Вот эти вот баннеры, которые мы наблюдаем, которые раздражают все абхазское общество, со слоганом «Команда Абхазии, команда президента», это доказывает. Все вопросы, которые есть в команде Абхазии, рикошетом бьют по Бадре Гумбо. Бадра Зурабович, обращаюсь по-абхазски к тебе. Нас хапату ухойку цасвала года хаятахзам. Вараупату вараюмас харахапату атыпиквахца. Команда Абхазии наняла несовершеннолетних вчера вечером и отправила их срывать рекламные баннеры, выборную агитацию всех кандидатов, кроме как кандидатов команды Абхазии. Только их агитки оставили, все остальные агитматериалы начали срывать вчера ночью. Их задержали представители других штабов, и подростки честно признались, что их прислала команда Абхазии, пообещала заплатить им с утра по 5000 рублей за работу. Их отправили сегодня в офис команды Абхазии, они получили свои деньги, следом зашли мы. И на все наши вопросы, которые мы задали, мы получили ответы. 3 посторонних человека для нашей страны, совершенно посторонних, не имеющих никакого отношения к Республике Абхазия, занимались политтехнологиями для команды Абхазии. Вот что сегодня произошло, что мы сегодня увидели воочию, как говорится. Это очень серьезное происшествие. Если кому-то в кабинетах власти кажется, что это можно будет замылить, очередной раз отмолчаться, как они это делают целый год, это иллюзия, очень опасная иллюзия. Этот вопрос мы доведем до конца, как и все остальные вопросы, и призовем к ответу всех, кто в этом участвовал, и всех, кто к этому имел хоть какое-то отношение. Вот когда происходит такого рода ситуация. Это нарушение выборного законодательства, на которое должна отреагировать избирательная комиссия. Это как бы аксиома. Понимаете, тут что-то еще говорить и кому-то что-то доказывать бессмысленно. Это грубейшее нарушение выборного законодательства, за которым должны последовать определенные решения Центральной избирательной комиссии. По-честному, вот те, которые позиционировали себя с командой Абхазии, по-хорошему, по совести, должны снять свои кандидатуры с дистанции. Не снимают, Центр избирком должен отреагировать. Не отреагировал Центр избирком, пойдем на телевидение, прямой эфир на абхазское телевидение, будем требовать прямой эфир на абхазском телевидении, сообщим абхазскому народу, что происходит. Как мы это делали уже не раз. Мы уже говорили об этом. Мы уже говорили о том, что на территории Абхазии находятся посторонние лица на телевидении, в Центральной избирательной комиссии и принимают решения, разного рода решения принимают. Мы об этом уже говорили. Мы говорили об этом в эфире абхазского государственного телевидения. Если и это не дошло, как говорится, если и так не смогли донести, то есть другие методы донести свою позицию до руководства страны. На ваш взгляд, требование снять с предвыборной кампании всех представителей команды Абхазии, оно имеет под собой юридическое обоснование? Команда Абхазии, в которую входят кандидаты сегодняшние, нарушила закон. Вы понимаете, выборное законодательство нарушило. Они наняли несовершеннолетних с тем, чтобы те пошли и у оппонентов сорвали их агитационные материалы. Вмешательство в выборы. Это вмешательство в выборы, понимаете как? Были в курсе кандидаты в депутаты или не были в курсе, значения не имеет никакого, абсолютно. Понимаете? То, что команда Абхазии – это
попытка, это звено в цепи попыток создать новую элиту, мы об этом уже говорили. И говорили уже неоднократно об этом. Публично заявляли. Повторяю, подчеркиваю, не через анонимные какие-то источники непонятные. Я лично садился и говорил об этом. Кан Валерьевич говорил об этом. Изида Чанья говорила, вы, Низ Фарш, об этом говорили. Понимаете, мы об этом говорили. Это что за несмышленыши такие, которые им говоришь, они разворачиваются, идут и делают то же самое. Понимаете? Это характеризует каждого из них в определенном смысле. На мой взгляд. Должен сообщить, что гаджеты этих посторонних людей, телефоны, ноутбуки и так далее, находятся у нас. Мы с этими гаджетами работаем сегодня. И та информация, которая у нас сегодня уже есть, она очень в нехорошем свете выставляет этих людей. Понимаете, в случае необходимости мы этими материалами воспользуемся. Проблем нет никаких. Что теперь делать? По-другому, если не понимаете, а как быть тогда? Ну как быть тогда? Вы будете в наглую делать из состоявшегося государства какой-то регион? Не дадим мы вам это делать. Ваши дальнейшие действия? Наши дальнейшие действия. Мы обратимся в органы прокуратуры, дать правовую оценку всем этим действиям. Непосредственно сегодня произошедшему. Будем требовать, чтобы эти люди рассматривались в увязке с действиями нашей власти, с молчаливого согласия которой, напоминаю, наши граждан объявляли иноагентами, депортировали из Российской Федерации. Это вот звенья одной цепи, это именно вот эти люди сделали эту работу, провели по дискредитации наших граждан. Мы будем требовать от прокуратуры, чтобы они дали этому правовую оценку. Сегодня, когда сотрудники СГБ приехали на место, туда, где мы находились, занимались этими, как их назвать, даже не знаю, субъектами, нам сказали, мы в курсе происходящего, вот представители СГБ сказали именно так, мы в курсе происходящего, мы этим занимаемся. На что мы им ответили, что слишком медленно занимаетесь, поэтому нам приходится вас подменять. И если органы государственной власти не в состоянии сегодня выполнять свои прямые функциональные обязанности в полном объеме, мы это будем делать за них. Ждать, пока они проснутся, пока они в себя придут и начнут какие-то предпринимать действия, мы не намерены. Мы будем спасать свою страну без них. В том числе и от них, если надо будет. Мы не в игрушки играем. Мы говорим о том, что мы лишаемся своей родины. И если у кого-то память короткая, сообщу. В деле спасения абхазской государственности мы, абхазы, всегда вели себя абсолютно. Поведем себя абсолютно и в этот раз тоже.